Хәерле көн исәмсез, хөрмәтле коллегалар. Без Идел буе халыкларының этник мәдәниятенә багышланган ИТИЛ фестивале уңаеннан оештырылган матбугат очрашуын башлап җибәрәбез. Добрый день, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию о проведении фестиваля новой этнической культуры народов Поволжья ИТИЛь. И сегодня наши спикеры Гузель Рамзилевна Сагитова, заместитель руководителя исполкома города Казани, Лилия Ринатовна Валеева, арт-директор дирекции парков и скверов Казани, а также Эмира Равильевна Низамиева, архитектор-дизайнер, основатель казанского бренда по созданию интерьерных панно, предметов интерьера и тематического мерча с национальным татарским колоритом «Яфрак». Гүзел Рамзилевна, иң беренче булып сүз сезгә. Әлеге фестиваль бит инде 3нче мәртәбә оештырыла. Аның концепциясе, идеясе ничек барлыкка килде һәм ул быел ничә кешене җыя, географиясы һәм бәлки кыскача гына миндә булса программасы хакында. Хәерле көн, исәнмесез, добрый день. Без быел да менә 3нче ел инде дулкынланып шушы ИТИЛ фестивален каршы алабыз. Ничек дулкынланабыз, чөнки беләсезме? Без әлбәттә өлкән буым белән, урта буым белән эшләргә күнеккән. Күрше регионнар белән бәйләнеш бар. Һәм инде ул халыклар Марый, Чуаш, Удмурт, Мордва, Башкортлар, алар белән менә күперләр, дуслык күперләре күптән салынган, яшьләр белән эшләүе катлаулырак, авыррак. Һәм инде менә бу күперне парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә сала башладык һәм 3нче ел төзелә бу күпер. Әлбәттә бик үк җиңел түгел, чөнки заманча караш бу беренче чиратта ИТИЛ фестиваленең, чөнки без беләбез бит инде мозаика культур бар. Хәзер инде безнең мэрияның древо жизни фестивальләре. Алар барсы да менә традицион мәдәнияткә багышланган сәнгать чаралары, инде безнең ИТИЛ ул заманча сәнгать. Ягъни бу халыкларның яшьләре үзләренең сәнгатьләрен ничек күрә, ничек тоя, ничек күз алый, нәкъ менә шул турыда. ИТИЛ фестиваль новой этнической культуры, и неспроста здесь есть слово «новый», потому что это очень важное слово для нас. Русчада әйтеп китәм инде берничә сүз. Я очень люблю слова, когда говорят, что традиция — это передача огня, а не поклонение пеплу. И мне кажется, вот эти слова как раз-таки у нас полностью описывают, раскрывают концепцию ИТИЛя. Мы через молодежь, через современные культурные проекты хотим узнать, чем же живут наши соседи, чем дышат и какие у них корни. Потому что мы можем бесконечно жить в глобальном мире, но когда-то приходит время опереться. И это очень важно, почувствовать землю, где мы стоим, корни. Вот, наверное, концепция фестиваля об этом. Через молодежь связь с корнями. Гүзәл, менә син әйтеп киттең, яшьләр белән эшләү авыр дидең. Аның авырлыгын нәрсәдә чагыла? Беренчедән, мин үзем дә ИТИЛ фестивалендә мисал өчен бултыр булганым бар. Чыннан да кеше бик күп, ләкин менә алар белән коммуникация төзү авырмы? Я булмаса, башка республикалардагы менә шу яшьләрне табу авырмы? Табу авыр, һәм инде аның авырлыгы без бит идеяны уйлап табу бер нәрсә, ләкин аны оештырырга кирәк, эшләргә, һәр адымны барларга. Менә хәзер Лилия сөйләп китер авырлыкларның нәрсәдә икәнен, чөнки барыбер да менә бу сәнгатьнең яңача гәүдәләнешен, чөнки әлбәттә традицион сәнгать белән шөгыльләнүчеләр күп, яшьләр арасында да, безгә бераз башка формат кирәк. Заманчарак. Заманчарак. Шуңа күрә әлбәттә безнең моның өчен ИТИЛ өчен тәнкыйтьләүчеләр дә бар, чөнки бар кеше дә кабул итеп бетерми. Безнең гомумән ул бит инде буыннар арасындагы каршылык гадәти һәм табигый нәрсәдер. Һәм инде әлбәттә менә бу фестивальне кабул итү дә бәлки әле безнең менә халыклар ассамблеясы, дуслык йорты белән без башка проектларда шундый матур эшлибез, ә менә ИТИЛне алар да бик кабул итеп бетермиләр кебек.
Бу вакытлы гына күренеш дип уйлыйк. Алга таба бәлки әле фикерләре үзгәрер. Лиля, слово вам. Вообще о наполнении фестиваля. Что там будет? Что ждет казанцев именно в рамках данного третьего фестиваля? Да, здравствуйте всем. У нас второй год, вообще фестиваль 3 года, второй год он проводится в парке Горького. Мы нашли такую небольшую свою площадку, которая нам позволяет так ее обуютить и придать ей какую-то такую камерную атмосферу, домашнюю атмосферу, потому что мы приглашаем всех познакомиться с какой-то культурой, новой культурой, переосмысленной культурой народов Поволжья. В этом году будут основные площадки. Конечно же, это самое место притяжения, это музыкальная сцена. Начнется она с 12 часов и без остановки продлится до 22:00. Закончится фестиваль выступлением хедлайнеров. Также на площадке будет работать у нас фудкорт с несколькими точками, которые также пытаются через еду и национальную кухню переосмыслить некие рецептуры и напитки. Далее у нас будет ярмарка ремесленников, мы называем ярмарка ремесленников. Там также будут представители из разных регионов, те люди, которые аксессуарами, предметами одежды, разными аксессуарами также преподносят через дизайн, переосмысливают свой культурный код. Далее у нас, конечно же, не обходится любой фестиваль без детской зоны. В этом году мы делаем ее совместно со школой ремесел Обы и Собы. Они, кроме традиционных мастер-классов, будут делать несколько интерактивных зон, семейных игр. То есть это такая площадка, которая бесперестанно будет работать и вовлекать детей в том числе. Также у нас впервые на площадке будет работать лекторий. Мы вот Гузель Рамзильевна Селешканде подумали о том, что мы приглашаем артистов и участников, но не всегда, то есть мы с ними общаемся через язык их творчества, через язык их продукции, но никогда не выводим их на разговор такой прямой. Поэтому в этом году создали такую небольшую дискуссионную площадку формата лектории. Это будет отдельный шатер, куда можно будет зайти. У нас будет одна лекция, посвященная с этнографом вообще про историю, да, то есть невозможно говорить про переосмысление, да, и вообще не зная какую-то историю, откуда вообще мы все вышли. Поэтому первая лекция будет посвящена истории народов Поволжья, вторая дальше у нас дискуссионная площадка, на которой мы будем с участниками фестиваля непосредственно обсуждать, с участниками разных годов, что важно, обсуждать о том, что вообще, что вот переосмысление их культурного кода, это что, зов крови или просто тренд, тоже, да, подискутируем на эту тему. И дальше уже продолжим таким спецпоказом фильма «Микулай», всем известного, и у нас будет встреча и обсуждение фильма с режиссером Шатом Рахимбаем. Собственно, Крашины тоже как часть, наверное, народов Поволжья. Этот фильм, который, наверное... фильм, который тоже вышел в широкий прокат. Вот, поэтому это такая наша... Впервые такой небольшой эксперимент, площадка лектория. Далее у нас будет спецпроект визуально, да, чтобы тоже обогатиться. Это будет выставка, про которую я думаю, что мы делаем совместно с проектом «Яфрак» и с художником-архитектором Эльмирой. Вот, поэтому на площадке это все на одном поле, что немаловажно. Также гостей, естественно, будет ждать и зона отдыха, и общий стол, который символизирует такое некое объединение всех народов. Вот, поэтому надеюсь, что с точки зрения эстетики, такой навигации и как бы ощущения себя в рамках фестиваля, я думаю, что гостям будет довольно-таки комфортно, несмотря на жаркую погоду, потому что мы предусматриваем и теневые конструкции и так далее, поэтому всех будем очень сильно ждать. Спасибо большое, Лиля. Эльмира, сөз сізге. Әлеге фестиваль кысаларында беренче мәртәбә сез махсус күргәзмә әзерлисез икән. Ул күргәзмә нәрсәгә багышланган? Ягъни анда килүчеләр нәрсә күрә алачак? Хайырлы көннәр. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Минем өчен бик мөһим бу фестивальдә катнашуым. Мин башта татарча сөйләшмәкче идем, ләкин бик каушыйм, шуңа күрә рус теленә күчәрмен.
Не очень ответственно, что пригласили меня на этот фестиваль моему проекту. Не так, он еще такой, как сказать, молодой проект. Я его назвала «Ефрак». Посвящен он именно интерьерным панно, изготовленным из ткани. И это некая дань, которую я хотела бы отдать татарской культуре, с которой я восхищаюсь и хотела бы воспевать ее в современном прочтении, в своем индивидуальном. Я по образованию архитектор, дизайнер, и очень много работаю с визуалом, с пространством, поэтому такие элементы, как тканевые панно, они дополняют пространство. А татарская культура очень богатая, очень колоритная на цвет, на фактуру. И вот эту красоту татарского костюма, татарского танца, татарской музыки я хотела бы передать через свои тканевые панно. И вот в этом году меня пригласили в качестве художника на этот фестиваль, чтобы переосмыслить не только татарский фольклор и татарский узор, чем я основывалась всегда, а еще переосмыслить и узоры наших соседних регионов, и удмуртский, чувашский, башкирский, конечно же, русский узор, марийский, мордовский. И они все очень своеобразный. Мной было переосмысленно, просмотрено столько графического материала. Это очень вдохновляюще. И те панно, которые будут представлены на фестивале, они, конечно же, вдохновлены именно этими узорами, но они несут именно художественный образ этого культурного кода каждого народа и не претендуют быть прям явственным узором. Потому что каждый узор — это некий такой графический язык народа, который складывается веками. И претендовать, конечно, на такую прям прямую, языковую грамотность именно самого узора очень сложно. Поэтому хотела бы акцентировать на том, что это некий художественный образ, который был переосмыслен мной и является некой такой интерпретацией. Спасибо, извините, что долго. Рахмат, Эльмира. Тағы бір генә сұрау бересім келе, гадәттә мындай фестивальләр вакытында, бигрәк башка милләтләр чакырылганда, якынча хәзерге татар яшьләр культурасының ни дәрәҗәдә икәнен күзаллау мөмкин. Менә бүгенге көндә безгә кемнәрдән бу республикалардан өйрәнәсе, һәм кемнәрне без үзебез күпмедер дәрәҗәдә нәрсәгәдер өйрәтә алабыз бу өлкәдә. Әлбәттә, барыбер да яшерен батырын түгел. Барыбер мин үзем шулай дип уйлыйм инде, менә күзәтүләргә караганда аралашу белән без алда дип уйлыйм. Ләкин бик үзенчәлекле башкортлар эшли. Аларның шундый кызык яшьләре бар һәм безнең аралашу менә быел инде хәрәкәттә бәрәкәт, древо жизни ашада нәсел агачы проекты ашада ничектер тыгызланды һәм инде без бер-беребездән өйрәнәбез. Яшьләр чыннан да аларның киносын алсаң да без менә әле Микулай дибез киң прокатка чыккан бит. Инде анда мәсәлән Айнур Аскаров ничә фильмын инде киң прокатка чыгарды, ул яклап та, сәнгати яклап та, рәссамнар нинди көчле. Һәм инде әле менә Бизон галереясында Неля Акчурина белән берлектә Мәскәү рәссамының эшләре тәкъдим ителгән. Менә Неля Акчурина шулай хәтта мин кызларга эшләрен дә күрсәткән идем. Киләчәктә аның белән дә итилдә дә эшләргә мөмкин. Ягъни башкортлардан дип уйлыйм. Башкортлар бик афарин, башкорт халкы, яшьләре. Рахмат, Гүзәл. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, задавайте к ним. Ну, вообще, мне сложновато сравнивать, но вот я забыла сказать, что мы в этом году еще запускали Open Call, да, это такая открытая заявочная кампания, где мы хотели, чтобы, возможно, уже 2 года, 3-й год фестиваль, возможно, уже как бы приобрел такой некий свой бренд и имя, чтобы люди могли заявить сами о себе. Но, как показала практика, у нас, конечно, целью было найти больше музыкальные коллективы и артистов, потому что с ними сложнее их находить. Но там больше 70 заявок мы получили, но в основном это, конечно,
дизайнеры, вот участники будущего маркета, вот, но и какие-то коллективы оттуда, туда тоже подавались. Вот. На самом деле работа по поиску коллективов, вообще тех таких, скажем, дизайнеров, артистов, художников, хореографов, которые своим творчеством переосмысляют свою культуру, это такая отдельный фронт работы. Это не так-то просто, потому что где-то, может быть, они там не находят какой-то поддержки, где-то они остаются таким в формате андеграунда, где-то они пока не переросли более профессиональный уровень. Поэтому я очень рада, что на самом деле есть ITIL, потому что это площадка, которая дает возможность заявить о себе. Может быть, не сразу там на главную сцену, может быть, как-то сначала там у нас было еще обычно 2 сцены, была малая сцена и большая. Может быть, не сразу, да, там на 30-минутное, 40-минутное выступление, да, может быть, как сначала как участник каких-то других площадок или сначала просто как зритель. Но просто понять, то есть все равно площадка для знакомству, коммуникации, потому что многие артисты приезжают, они говорят: о, а вы откуда, а давайте вы к нам, и все равно происходит некая такая коммуникация, и это тоже на самом деле одна из целей фестиваля, их знакомить, показывать, кто в каком русле работает, кто как пытается себя найти в этом современном мире и не потерять свои корни. Вот это вот важный момент, потому что мы живем за кулисами, и мы видим, как эти люди общаются, как артисты узнают друг о друге и не знали, что там о существовании друг друга. И еще там перешептываются и обмениваются любезностями на своих языками, говорят: а как у вас вот будет на марийском, а вот как у вас на чувашском? И это, конечно, такого в каком-то смысле дорогого стоит. Немного сентиментально, я понимаю. Но без этого, без любой сентиментальности, какой-то такой душевности невозможен такой фестиваль. Ну, то есть даже по отношению с организационной точки зрения. Вот. Не слишком скучно. Лилия, вы сказали, что вот был open call, был отбор. Принципы отбора были какими? И кто отбирал? Ну, во-первых, у нас был принцип, чтобы не повторялись. То есть музыкальная сцена, казалось бы, да, 10 часов программы, но на самом деле это не так много вместить в нее именно артиста, потому что если артист есть из другого региона со своим коллективом, звукорежиссером, инструментами, то как минимум он приезжает на 30-минутное, 40-минутное выступление. Вот, поэтому сегодня там у нас программа стоит из 13 участников. Вот. Критерий отбора был, чтобы не повторялись, если это касается именно музыкальной сцены, а именно к ярмарке и к другим площадкам касательно того, чтобы должно отвечать как бы трендам современности. Например, у нас будут представлены башкирские корсеты. И там понятно, что чулпы, это уже как бы... Чулпы, мне кажется, это уже не совсем традиционное, это уже такое... У нее вторая жизнь, потому что просто, идя по городу, можно видеть, как девушки там в татарских или в башкирских чулпах уже в повседневную одежду их внедряют. Вот. Футболки, элементы одежды, аксессуаров, головные уборы. То, что визуально, эстетически можно внедрить. То есть, например, лапти мы бы уже вряд ли будем носить по городу. Хотя, может быть, найдется и такой дизайнер, который их адаптирует под современность. Вот поэтому критерий отбора была эстетика, что этот человек реально делает своими руками. Это не просто купленная футболка с принтом, там татар малай там, и так далее. Но момент просто качества продукции в том числе. Спасибо. Sizden sorular, hürmetli kolegalar. Сүйінбике журнал. Олайса қышқырып чулпан. Сүйінбике журналы, Гүзел Римзенмен сізге сұрау. Соңғы вақытта Қазан бетінде миллилікке, этникаға ес тұтты соңғы елларда глобализацияға ес тұтқан Қазан қазір нешкі миллилікке таба есті, Аллаға шүкір. Сіздің міне бик көп проектлар бар. Харакәтті бәрәкәт, нәсіл ағашы, міне бұл етелеймі. Аның сіз өзіңізді анда қатнашасыз, аның міне қайсысын халық яқынырақ ете. Ғыммен сіз бұл проектларның ғәмәлге ашыру баршынан қанағатмы? Һәм тағы нендір проектлар бар. Бұл енді ғымым сұрау. Ушылайда. Әлбәттә қанағат. Чөнки мәсәлән без древо жизни шул нәсел агачын байтирәк дибез инде без татарча. Мин хәтта аны көтмәгән идем. Без аны ниндидер агарту проекты
дип кенә уйладык, ләкин халык менә чыннан да без Черное озеро татар Ширеккүлдә идек, парклар безне кудылар Горький паркына, чөнки анда бик тавышланырга ярамый хәзер, безнең анда интеллектуаль чаралар гына күбрәк, һәм без бик курккан идек Горький паркына күчкәч, бу проект, чөнки ул кичерәк бит инде, кичерәк форматтагы проект югалып калмасын икән дип, ләкин менә соңгы татар мәдәниятенә багышланган да үземдә булдым. Халык һәм алар чыннан да әзерләнеп килгән очраклы кешеләр дә бар, ләкин күбесе инде милли киемнәрдән килгәннәр. Менә мин үзем ВКонтактены алып барам, кайбер кешеләрне куярга тырыштым. Димәк, инде бу проектны Горький паркына ничектер инде пропискага кергән һәм яратканнар дигән сүз. Бу әлбәттә сөендерә. Ә мин ул древо жизнене берәр сезон барыр да шуннан тамамларбыз дип уйлаган идек, ләкин Марат Готович да бик яратты ул проектны, аның командасы. Әйдәгез дәвам итим дип, менә шул древо жизни безнең комиссия ярдәмендә барлыкка килә. Ә хәрәкәттә бәрәкәтнең без күрдек. Төрле форматта без бит инде аны спорт дәресләре һәм бию дәресләре дип атаган идек. Монда инде татарча йога, брейк-данс һәм башка төрләр. Ләкин аңладык, менә татар биюенә багышланган көннәр безнең аеруча яратыла халык тарафыннан, кеше күп килә, шуңа күрә инде быел без аны бер урында, бер вакытта Кабан күле буенда 18:00-дә, кичке 6:00-да эшләргә булдык. Һәм чыннан да менә әле мин узган атна кичендә булдым. Үзем дә рәхәтләнеп, шундый проблема, мәсьәләләр белән килгән идем, күз салыйм гына дип, ләкин уенга кереп киттем. Башта бию өйрәндек, аннан соң кичке уеннар, бөтен нәрсә онытылды. Шуннан да хәрәкәттә бәрәкәт, әлбәттә халык проекты булып ничектер тамыр җәя, Аллага шөкер. Яңа проектлар булачакмы? Әлбәттә 26 август көнне менә мин бу төшемә дә керде. Аннан соң уяндым да ятам, нәрсәләр кирәк, нәрсәләр Казан тавышлары, Казанский голоса, әлбәттә шигырьләр уку балконда мэрияның. Без барыгызны да көтәбез, бик үзебез дә яратабыз бу проектны, гомумән бөтен проектларны да яратабыз. Менә сезне аеруча көтәбез бу проектта да. Анда әлбәттә басып торырга кирәк, ләкин үзе менә бу шигырьнең популярлыгы әлбәттә мэйпинг шоулар аша булса да, ләкин татарча да, русча да шигырьләрне бүген дә тыңлыйлар икән дигән ниндидер сөенеч, ичке сөенеч һәм ул проектның аерым бер миссиясе бар кебек. Минем үземә филолог буларак бу проектны үзем аеруча яратам. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз булса? А где будут показывать Миколай фильм? В парке Горького? Это как будет? Физически это будет выглядеть так. Это будет отдельно шатер, который мы обеспечиваем звукоусиливающим оборудованием, экраном. Вот. Зона лектория. Это зона лектория, да. Физически это зона лектория. Этот шатер будет один такой большой. Та же зеленая зона. Та же зеленая зона. То есть мы не распространяем по всему парку. У нас вся площадка очень компактно расположена. Вот. Если есть подозрение о том, что звук со сцены будет перебивать зону лектория, мы работаем над этим, не будет. Да. Но понятно, что шатер имеет некую свою ограниченность в людях. Понятно, что если, например, это будет сверхажиотаж, то там, наверное, кому-то может не хватить места. Вот. Но дополнительную регистрацию в итоге мы решили не открывать. Вот. Но в момент того, что там будут сидячие места, естественно же, примерно на 100 человек рассчитаны. Вот. Я думаю, что всем будет комфортно. А там уже ближе к вечеру мы будем перемещаться на сцену к хедлайнерам. Спасибо большое. Следующий вопрос, Татар-информ. Исәмсез, Татар-информ, Рифат Каюмов. Менә бу Миколай темасын дәвам итеп, ул керәшеннәргә бик ошап бетмәде дип беләм мин ул киноны. Менә бу ителгә аны кую нинди максат белән башкарыла? Можно я отвечу? На самом деле сейчас мы не будем сейчас от темы идти куда-то там, потому что Миколай — другая команда, другая история. Я думаю, что много раз уже обсуждались. Это человек
татарин, Ильшат Рахимбай, человек, который тоже своим творчеством, режиссер, своим творчеством в разных стилистиках задолго до Миколая пробовался, да, у него есть разные форматы. Он как человек, который тоже продвигает культуру на какой-то за рамки, видит по-своему. Это может кому-то не нравиться, может кому-то нравится, но это точно тот человек, который имеет место быть в программе «Итиля». Спасибо большое. Если есть вопросы. Газета «Суа», Татьяна Васильева. Вы сказали, 13 участников концерта будет. А будут ли там прошлогодние участники? Или это новые, незнакомые для Да, нас? это я уже вот говорила. Как раз у нас один из критериев был, чтобы не повторяться, потому что вот 10 часов это казалось, с одной стороны, много, но с другой стороны, очень мало. Поэтому, вот, например, мы очень любим Закарию, да, и я знаю, что они говорят, мы расстроены, что, но мы понимаем, что как бы надо дать место, да, и там Закария у нас там представлена там в лектории, да, мы хотели их там позвать. Да, и Древо жизни, да, то есть есть такие, например, Шану мы тоже очень любим, татарстанский, который поет на чувашском языке, такой джаз, да, мы с удовольствием, но вот все равно хочется дать голос и другим артистам тоже. Поэтому не повторяемся. Хочется узнать название, имена нынешних участников. Да, конечно, я могу вам их... Пресс-релизе они То указаны. есть есть пресс-релиз, если нужно зачитать, я, конечно же, зачитаем. Нужно зачитывать? Пресс-релиз не раздали? Да, раздали здесь. Раздать? Да, там есть. Читайте, Сейчас тогда, видимо, исправится, но я думаю, что зачитывать, не знаю, сколько есть смысл. Вот, «Тяготение», «Муртуду». Хедлайнеры, да, у нас 2 хедлайнера. Это санкт-петербургская группа Settlers. Она не супер масштабно известна, но в неких кругах современных ее точно знают. Они тоже переосмысливают, у них такие этнические мотивы присутствуют в их творчестве. И дальше уже у нас главный хедлайнер — это московская певица Сюзанна, которая также поет такими этническими мотивами, с уникальным, неповторимым таким голосом, тембром голоса. Вот. В прошлые года, на всякий случай напомним, мы начали с Манижи. Да, когда был двухдневный фестиваль, в первый год мы стартанули именно с таким супер хедлайнером. В том году у нас также было уже 2 хедлайнера. Мы перешли на формат 2 хедлайнеров. Айгель и Тина Кузнецова, которые тоже между собой общаются и дуэтом тоже поют. Вот. И в этом году мы, видите, но хедлайнеров тоже не так... Вот на федеральном уровне, да, вот мы искали, у нас там еще были, конечно, варианты, сейчас не будем про них, вот, но на федеральном уровне тоже не так много, кто вот именно вот в таком формате с фольклором, современным фольклором каким-то выходит в масс. Поэтому, может быть, на следующий год мы сделаем голосование, кого вы хотите привести хедлайнером на Итиль. Да. Спасибо. Если есть еще вопросы, уважаемые коллеги. Рахмет бей. Мәғали журналына тағыса береміз. Bir güne sıra oydu ne isime doğru kiler degen gıbere var bitinde. Mene itil sözü bitinde bırınғы söz. Emir Nurihan Fettah'tan kilgeninde şolay bit itil suğa katırır. Zamanında var ya akbarasının itil degen komanda isime. Mene bu yerşerge anlaşılıp biteme. Yerşerge müracaat bitinde. İtil degenini anlatıp bitire alamay yerşer jeli bit uyağından. İkincisi bizde bir köpkene yanı parklar var. Mene yaşaytırgan Gorki Emet Parkı. Mene olarda da şunun festivallerini uyuşturu. Mene bundağı Absalem Furam'dağı ulanılmıyor mene şundaylarak. Горький дисел, Горькийдан да жүзіліш бара бәлки қазіргі уақытта ершеріне. Рахмет, мен бірінші сұрауға жауап берем. Итил әйешін адамына Нурихан Фаттахны да еске алдығыз. Біз енді шушы Идил елғасының ол бұрынғы атамасы, һәм Идил елға мына шушы халықларны бірләштірген. Ол енді транспорт юлы да болған, әлбәттә сату алу, торговля деп біз енді әйбет. Һәм енді Хәзір сәнгать бірләштірә бұл халықларны.
это тюркское название нижнего течения реки Идель. И, конечно, мы в каждом пресс-релизе объясняем, и сейчас вот объясняем. То есть я думаю, что если фестиваль уже проходит 3-й год, наверное, когда... Не знаю, может, мы ошибаемся, конечно, но нам кажется, это уже брендом, хоть, может, не в таком масштабе, но когда уже название бренд, то, наверное, каких-то объяснений уже не надо. Потому что, Волга была источником, как я уже говорила на татарском, народов, населяющих ее берега. Это и торговые пути, это и торговля, и транспортные пути, поэтому... Я думаю, здесь, не знаю, к вам вопросы поступают от людей, от подписчиков? Нет, вопросов не было, но это на самом деле, возможно, правильное замечание, комментарий к тому, что, возможно, в следующем, то есть мы же пытаемся, то есть в том году у нас были небольшие арт-объекты, которые там на разных языках, из разных стихотворений, повести были отрывки там, где фигурировало слово «итиль». Вот, в разной ее интерпретации. Вот, возможно, в следующие года нам нужно тоже придумать. То есть в этом году мы, например, сделали акцент на орнаменте, да, на орнамент разных народов. Может быть, на следующий год там сделать какое-то вот связанное именно со словом, да, с его как-то значением, откуда оно вышло и так далее, такой некий, не знаю, может быть, это будет арт-объект, может, это будет выставка, может, это будет перформанс вообще посвященный именно значению слова, его, как бы, откуда оно вообще вышло и почему оно нас всех объединяет. Вот. А на второй вопрос по поводу Горькинского метического леса. На самом-то деле здесь очень много факторов. Это, как показывает практика, люди немного не очень, хотя ездят на какие-то фестивали, именно когда они проходят не в центре, так скажем. Хотя мы, как дирекция парков, вообще против этой тенденции. Мы за децентрализацию, мы привозим большие и гастрофестивали и так далее на отдаленные участки. Просто парк Горького, он подходит и по транспортной доступности, и по инфраструктуре, что самое главное. У него есть и места, там и детские площадки, и теневые вещи и так далее. Вот. В Горькинском метическом лесу мы открывали летний сезон в парках, скверах. У нас там ежегодно проходил на протяжении 4 лет гастрофестиваль, вот, но немного парк все равно как будто бы он экологическую направленность имеет, вот, поэтому там хочется, конечно, тоже немножко отойти от больших сильных фестивалей, хотя я знаю, что люди, местные жители, конечно же, это одно из самых ярких общественных пространств того района, вот, с удовольствием посещать все мероприятия. Но вот в том плане, что мы, например, провели концерт, и люди жалуются, почему так далеко. Поэтому пока вот мы не ушли от этого, что когда если какое-то городское событие, что людям привычно приезжать в центр. Но пока это так, пока это наша действительность. Вот. Альбетта бар, но вот наши все большие фестивали показывают немного другое отношение. Например, вот Салават Купренде был большой книжный фестиваль с национальной библиотекой, да, но понятно, что он был направлен на Татьяну Устину, даже приезжала, будучи хедлайнером. Понятно, что он в основном делается для местных жителей, но вот людям тоже сложновато, и люди в комментариях пишут, почему так далеко и так далее. Но всем не угодишь. Спасибо большое. Если еще есть вопросы, уважаемые коллеги, у нас остается буквально немного времени. Видимо, вопросов больше нет. Да, конечно. Знаете, однажды, когда в 2021 году вообще было объявлено, вот эти все проекты, все начинания тогда начались, и мы выпустили спектакль «О чем поют деревья». И тогда один музыкант по происхождению удмурт, он в Инстаграме тогда записал такое видео. До этого я много лет живу в Казани, и до этого себя чувствовал как между небом и землей. То есть это молодой человек, который учился в консерватории, и после просмотра спектакля он почувствовал, что Казань — это его дом, что его культура интересна и нам. Потому что вот этот спектакль, он тоже более в современном формате был. И в год культурных традиций уже в этом году фестиваль «Итиль», наверное, какая-то кульминационная точка, поэтому приглашаем всех.
Приглашаем и 26-го на стихи на балконе, на балконах мэрии города Казани, скажу еще на русском. Будут прочитаны стихи классиков, также мэйпинг-шоу и, конечно же, живая музыка. Поэтому бик зор рахмет сизге, хурматтуу журналистлар. Благодарим вас, уважаемые журналисты. Вы всегда с нами. Даже каждую неделю мы видим журналиста Татар-Информ. И это очень приятно, потому что, ну, значит, мы партнеры. Действительно, это не просто на словах, но и в делах. И даже вот от медиа я сейчас проходила тут выставку, у вас посвященная тоже народам. Значит, мы на одной волне все. Татарстан — это действительно дом для всех народов. Рахмет. Рахмет, Гузель. Мы желаем организаторам успехов и встретимся непосредственно на фестивале 12 августа в субботу в 12 часов дня в парке Горького. Все верно, спасибо.